Стройжилнадзор республики взял под личный контроль вопрос аварийной квартиры по адресу Богатырева, 7 в городе Якутске. Проблему жильцов мы освещали на нашем телеканале еще 12 июля. Но, несмотря на это, бабушка все еще продолжает проживать в аварийном доме в сгнившей квартире. Подробности у Дмитрия Тымырова. Грибок на полу, насекомые на стенах. Результат проливных дождей в Якутске. Квартира Любови Алферовой все больше становится похожа на болото. Не хватает зеленой тины. Инвалид второй группы, астматик, продолжает держаться. На прошлой неделе пенсионерка обратилась в Стройжилнадзор. Просила помочь. Чиновники приехали, но после выходных. Посмотрите, квартира муниципальная, да, берется аренда за соцнайм, за аренду квартиры, да, поэтому текущий ремонт внутри квартиры должен делать муниципалитет. Почему сотрудники управляющей компании, видя разруху в квартире пенсионерки, ничего не предприняли? Резонный вопрос от жилнадзора. Если сантехники приходят, видят, что полов нету в квартире. Человек пожилой, квартира муниципальная. Что предпринято было? Нет, на квартиру муниципальную заявку надо давать на ремонт. Вот они видят, приходят на заявку, да, по отоплению, там, по другим вопросам, видят такое состояние. Но почему промалчивает эта ситуация? В ответ тишина. Без бумажки ты букашка. Так работают местные коммунальщики. Хотя квартиру Любови Алферовой еще в прошлом году признали непригодной для проживания. Заявление не поступало в адрес департамента жилищных отношений о предоставлении жилья ей. Вот. А со стороны управляющей компании они же тоже, наверное, информацию вам передавали? Нет, никакой информации не было. Было. Компании информации не было. Не было. Сегодня пенсионерке предложили написать заявление в департамент жилищных отношений, чтобы женщина обрела крышу над головой. Решить квартирный вопрос чиновники обещают в ближайшее время. Комиссия состоялась. Надеемся, что все-таки найдется, именно жилье найдется. Потому что ремонт как такового уже не спасет сейчас это положение. Соответственно, в отношении управляющей компании будет проведена проверка. И также будет обследовано техническое состояние. И мы направим заключение свое в департамент жилищных отношений для того, чтобы уже взяли в работу межведомственной комиссии по признанию дома, всего дома аварийным. Здоровье нашей героини теперь в руках департамента жилищных отношений города Якутска, управляющей компании и управы Губинского округа. От реакции чиновников зависит дальнейшая судьба Любови Алферовой. Или они перестанут искать виновного и помогут пенсионерке, или Любовь Артемьевна продолжит выживать в своей полуразвалившейся квартире. Якутия-24 будет следить за развитием событий. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.